Привет, дорогие из Фукуоки на юге Японии. Я буду здесь еще несколько дней, но завтра по плану я перееду в другую гостиницу. Но вот это немножко особенное. И сегодня хочу вам ее показать. Ну, пошли посмотреть. Прежде всего, завтрак. Вот нету здесь столовой, на самом деле, или ресторана. Я это раньше не знал. Здесь есть и холодильник. Вот мои вещи, вот сок и йогурт. И остатки яблока. Но приходится здесь вот наклеивать имя ваше. Гаретто. Все здесь очень порядочно сделано. Вот, но хотел вам сказать несколько слов об этом же этаже. Это третий этаж здания. Здесь, как видно, коуворкинг. Как вы видели, может быть, в другой половине комнаты есть это за этой стеной там. Есть как маленькая кухня, где можешь, сидеть, помыть посуду, а там есть кофеварка. И я там, завтракаю каждый день. Первые 2 сутки здесь никого не было. Это было воскресенье, в понедельнике. Вчера, сегодня среда, побольше людей здесь работают. Это вот как-то шифровые кочевники, как говорят, наверное. А я чувствую себя одним из них, вот хотя бы на несколько дней. Здесь очень удобно сидеть в этом же, как-то, не знаю, рабочем залу. Хочу сказать, читальный зал, как в библиотеке, более-менее. Играет здесь постоянно музыка. Я совсем не люблю джаз, меня раздражает постоянно. Но все-таки здесь посидел, перерабатывал видео, сделал ролики и спокойно, по утрам здесь снимался, потом выхожу каждый день на улицу, днем уже смотреть достопримечательности. Вот, что еще? Да, я знал, что не будет здесь, нету здесь ресторана, но рядом здесь есть маленький продуктовый магазин. И я вот там, вечером перед сном обычно, сейчас уже 4-й день, покупаю какие-то печенье, какие-то йогурты, сок на завтрак. Вот так я сделал. Здесь, было очень удобно на несколько дней, по крайней мере. Вы видите здесь низкие стола, разные стулья, диванчики. А вот здесь мне особенно нравится вот этот стул, обытый, байкерской куртки, как будто бы старый. Там на ресепции, куда я зашел первый вечер. Но вечером здесь сотрудников нету. Скажем, было бы проблемы, например, дверь от моего номера открывается карточку. Если я закрою карточку в номере, что я бы сделал тогда, не знаю. Здесь на ресепции написано телефон, но ты вообще не выходишь из лифта здесь на этом же этаже без карточки. Значит, не знаю, не очень хорошо, что нету никого здесь, кроме гостей, ночью. В холодильнике есть и пиво, хотя не очень хорошее. А здесь комнаты для собеседования. Но сейчас давайте поднимемся на крышу.
Но климат здесь, как вы видите, хороший. У нас сейчас середина октября. Температура сегодня, не знаю, около 25 градусов, может быть повыше. Но словно здесь жарко. Ну правда, жизнь у меня гламурная, но не совсем. И сейчас экскурсия по номеру. Не будет очень длинная. Но начнем с главной. Кровать здесь, двойная кровать. Здесь матрас очень твердый, очень хорошо. Я там хорошо сплю. Все в порядке. А здесь, видите, нету никаких шкафов или даже полок для вещей. Я повесил здесь вот мои пиджаки и как далее, брюки. Но здесь на полу я просто положил вещи. А потом, письменный стол. Нормально. Здесь я неплохо работал. Здесь интернет, Wi-Fi хорошо. Лампа есть тоже. Вот так. Все нормально. Мне нравятся вот эти бутылки минеральной воды. Вот эти. Похожи на бутылки виски в Великобритании. Или водки даже. Но мало места, мои вещи здесь накопляет, вот, и что еще? Климатизация есть, я, правда, не очень пользуюсь климатизацией, но вот немножко, потому что здесь много, окон здесь, и, температура поднимается здесь в комнате, правда. А потом ванная, очень тесно. Здесь душ, вот из-за того, что мало места, вот эта дверь как-то так открывается, закрывается, работает. Но там очень тесно, если ты толстяк, это не я, но было трудно. А здесь просто, вот роковой здесь умывальник слишком узкий, чтобы нормально бриться, умываться вот здесь, на несколько дней пусть так будет. А вот мой шикарный туалет здесь, видите, я уже, может быть, привлек ваше внимание на это. Сиденье здесь нагревается. Вот, реакция идет. А уже вот здесь есть что-то пульт такой, и здесь висят полотенца. Последний здесь ванная, видите, вот здесь есть один полк, но вот очень узкий, еще раз нету места для многих вещей. Если бы вы были здесь вдвоем, с женой, скажем, или для девушек, просто у которых больше, не знаю, вещей, тогда очень-очень тесно. А вот из-за того, что здесь тесно, я в основном не уложил свои вещи, и они все, но большинство из моих одежд все-таки еще там в рюкзаке. А что это здесь такое? Типа, не знаю, вентилятор или это типа фильтр для воздуха, может быть? Не знаю. Сейчас идет уборка. Открытая дверь. Другая комната. А вот мой балкон. Больше, может быть, чем сама комната.